Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Hoş gününüz olsun. У Исы Бадалова сегодня радостный день. К нему из Наура приехал друг Исабек Беналиев. Не виделись всего пару недель, но уже есть что рассказать друг другу. Как и положено у турок-месхетинцев, чтобы встретить гостя, собираются родственники, друзья и односельчане. Вот и сегодня они собрались в теплой дружеской обстановке и делились впечатлениями о недавней поездке на родину предков. Мы когда все вместе поехали, был сначала в двух районах основной были в Ахалцихинском районе и Адигенском районе. Мы в Адигенском районе остановились в село Абастубани, и оттуда каждый по своим селам ездили, паломничали. Ну, конечно, все разбросано, там наши кладбища не сохранено, мечети когда-то были, там каменные стены остались, а больше ничего, ни окон, ни крыш, ничего нету. Конечно, это больно было это. И когда я убедился, что нас там никто не ждет, потому что со стороны грузинской государственности ничего не сделано абсолютно. Иса Бадалов еще раз живет около 30 лет. Переехал в станицу из Алпатова. За эти годы он успел и обустроиться, и, как говорится, укорениться. Любовь к родному языку в семье Бадаловых прививает с детства. Самый маленький член семьи Рамиль. В свои 3 года ребенок уже свободно говорит на турко-месхетинском. Вот, например, он знает своего типа, знает, какой он типа. На родном очень красиво говорят. Просто он не хочет сейчас говорить. В станице Ищорской проживает более 100 семей турок-месхетинцев. Все они очень трудолюбивые, без дела не сидит никто. В основном разводят скот, разделывают землю, на это и живут. Нормально, хорошо. День как пройдет, мы не знаем. То работаем, то огороде работаем, то дома, вот так живем, как родина считаемся. По инициативе руководства региона в этом году родные земли смогли посетить более 50 человек. Всю организацию, включая расходы, взяло на себя Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни. Турки, месхетинцы, вот их проблема, она как нельзя ближе соотносится к нам, потому что мы тоже пережили ужасы депортации. Мы тоже пережили проблему возвращения и расселения на своей исторической родине. Когда грузинское правительство еще в 2007 году взяла на себя обязательства перед Евросоюзом о том, что они расселят до 500 000 турок, они готовы расселить на своей территории и обеспечить их соответствующим жильем, то мы с вами понимаем, что здесь был расчет, так сказать, во-первых, на упрочение связи с Евросоюзом, и при содействии министерства туда была отправлена группа с 50 человек для того, чтобы совершить зияраты на могилы своих предков. К сожалению, он печальный. Ни единого дома там не построено. Турки-месхетинцы были выселены из Грузии в 1944 году в Узбекистан, Казахстан и Киргизию. В 1989-м после межнациональной резни турко-месхетинцам пришлось бежать из Фергана и Оша. Многие переехали в Россию, Азербайджан, Украину. Грузия при вступлении в Совет Европы в 1999 году взяла на себя обязательство до 2011 года создать условия для возвращения турок-месхетинцев на родину. В течение 2 лет закон о репатриации все-таки был принят, однако обязательства, взятые перед международным сообществом, Тбилиси так и не выполнил. Мы сегодня знаем, что Грузия находится так или иначе под влиянием, патронажем Европы и Америки. И на некоторые глобальные вопросы, скажем, такие как межнациональные вопросы, межконфессиональные вопросы, конечно, Европа имеет влияние на Грузию. Но вопрос турко-месхетинцев, он чуть-чуть сложный, потому что само грузинское общество воспринимает турко-месхетинцев как антагонизм. То есть они считают, что это не коренное население, что это население пришлое. При желании вопрос этот решить не является такой большой проблемой. Но опять же, иногда такие конфликтные зоны, они необходимы для того, чтобы управлять руководством. Всего в республике проживает более 3000 турок-месхетинцев. В основном они заселены в Шилковском и Наурском районах. И несмотря на то, что Чечня заменила им родину, они все же надеются, что в будущем смогут беспрепятственно посещать места своих предков. Эсмина Гацаева, Динара Мурадова, Дауд Куруев. Новости.